самого рождения, так или иначе, я связана с коренными народами Севера. К жизни меня привязала Ивенка. Я год где-то висела между жизнью и смертью, когда родилась. А потом старая Ивенка посоветовала отцу завести собаку, чтобы та взяла на себя все мои беды. Так вот, в общем-то, меня и привязали к жизни. Потом училась. У меня всегда были кто-нибудь из коренных народов в друзьях. Особенно, в принципе, определилось это в университете, когда у меня появились в друзьях Анатолий Афанасьевич Алексеев, Мария Петровна. Вот. Ну и потом, в принципе, получалось, что и по жизни частенько встречалась и сталкивалась с ивенами, с ивенками. К нам домой часто приезжали к отцу по каким-то своим делам и проблемам, которые он помогал решать. Как я оказалась в Доме дружбы, это мы готовили русско-остинцев для поездки в Великий Новгород на празднование 1150-летия зарождения российской государственности. И нам нужно было подготовить ансамбль к выступлению. Нас пустила сюда Яна Викторовна, и уже, видимо, посмотрев, как мы занимаемся, она меня пригласила, чтобы можно было начать работу с коренными народами Севера. Надо сказать, что я с Домом дружбы с ДК Кулаковским была связана чуть ли не с самой его постройки. Сначала это был Дом культуры и техники профсоюзов. Здесь была депутатская группа. Потом это был Дом народного творчества. И у нас здесь очень сильная была депутатская группа. Создали Октябрьский район горосполкома. И вот здесь у нас как раз находилась очень сильная депутатская группа, с которой мы работали. Поэтому я помню этот дом давно. В перестройку мы здесь сидели с нашим... В обкоме комсомола работала в бюро международного молодежного туризма «Спутник». И в перестройку «Спутник» переехал сюда, под крыло Дома дружбы. И здесь вот, в принципе-то, все эти годы прошли. Поэтому Дом дружбы для меня, в принципе, почти родной дом, можно так сказать. На сегодняшний день у нас, в принципе, больше 10 коллективов. 9 коллективов творческих, 2 молодежных совета, общественные организации, русско-остинцы и хранители наследия. Ну и ведем плановую работу. И надо сказать, что особенность коренных народов, они открытые, очень доброжелательные люди. У них не бывает таких вот моментов, когда или-или. Они всегда четко знают, потом очень чутко чувствуют свою природу. Практически они разговаривают со своей землей на родине. Вот это вот поражает в них. Очень хорошо поддерживают друг друга. Ну и вот когда мы начали, кинули зов, стал народ подходить. И они талантливые. Вот я посмотрела, наш ансамбль занимается, они очень резко отличаются от всех остальных ансамблей как раз вот этой своей природной гибкостью, своей вот северной пластичностью. Мы вот сколько не подключали другие народы, эту пластичность невозможно передать. Она, видимо, у них идет изнутри, от общения со своей природой и землей. Невозможно передать это. Поэтому и танцы у них такие зажигательные и завлекают. И потом, в принципе, вот то, что мы начали возрождать, традиции, обряды, праздники, надо сказать, что они еще подкупают то, что это они делают действительно по-настоящему, не просто показывают, они проводят по-настоящему. Ну, во-первых, надо пропагандировать культуру саму, потому что она, что характерно в культуре, в традициях, в обрядах северных народов, у них выработано чисто такое практичное отношение к жизни, к природе, к работе. Вот. И язык это нужно изучать в школе, во-первых, чтобы это было, в детском саду, в школе. И между собой общаться на языке, не забывать.
В языке всегда же нужно тренироваться, нужно общение. У меня, говорят, отец, он учился в России, и не за 3 или 4 года проучился в России, и началась война. Еще 5 лет он воевал, служил. И вот мать рассказывала, когда они приехали сюда, в Якутию, он подзабыл свой якутский язык. То есть вот даже так, когда у него родной язык, свой родной, на котором он всегда разговаривал, но 9-10 лет отрыв от родины, и он уже забывает. Поэтому, мне кажется, здесь обязательно нужно общение. Ну, а для того, чтобы знать свою культуру, надо всегда помнить и стараться узнавать. Что, собственно говоря, народы наши и делают. Наверное, до Дома дружбы я не видела, чтобы так стремились показать свою культуру наши эвены, эвенки, юкагиры, чукчи уже поднимаются. Ну, вот эти русскоустинцы, надо сказать, тоже уникальный народ. Это вы представляете, русские, которые были заброшены в белую пустыню тундры, 400 лет хранили свой язык, который им достался, а это 15-16 век, дожить до 21 века, знать эти слова. Это же тоже сила характера, говорит, сила духа. Вот точно такая же сила духа у наших северных народов. У них нет половинчатых решений. Либо да, либо нет. Либо ты со мной, либо я без тебя. Потому что вот такого компромисса в отношениях у них нет. Доброту, доброжелательность. И еще что характерно, я хочу сказать, у северян, они никогда не берут лишнего. Я ни одного коренного не видела, который был бы богат, у которого было бы излишество. Я сначала не могла понять, почему так. Вот вроде бы и есть заработок, и есть возможность, а они обходятся только необходимым. А потом просто поняла, это идет вот как раз от той философии народной жизни, когда они от природы берут только то, что им надо, не нанося урон. Они и природа – это два партнера равных, которые друг другу не наносят урон. Младшие сестры говорили на якутском языке, понимали, говорили. Я на якутский понимаю, о чем говорят. Такой вот разговорный язык для меня не проблема. И даже вот сейчас уже который год я живу в Якутске, какой десяток, 2-й или 3-й десяток в городе, и уже чувствую, что я часть слов уже подзабыла значение. А разговаривать, это у нас с матерью было нашим камнем преткновения. У нас был дикий акцент, когда мы произносили якутские фразы с их своеобразным произношением, то народу было смешно. И вот и мать, наверное, поэтому, и я, в принципе, это поэтому не разговаривала. Когда работала учительницей в школе, я могла на якутском разговаривать только со стариками. Они спокойно воспринимали все мое ужасное произношение, а вот молодежь, она всегда смеялась. Может быть, поэтому я, в принципе, и не разговариваю на якутском языке. А вот другие языки, эвенские, особенно чукотский и юкагирский, они произношение для меня вообще невозможно. В этом-то вся ошибка. Тут поднялся вопрос, почему якуты не считаются коренными. Проблема не в том, что каждый народ коренной на своей земле. Вот. Якуты становятся коренными. Быть признанными коренными, это надо прожить здесь не одно тысячелетие. Это одно. Но тем не менее, народ складывается здесь, его можно уже считать коренным. Проблема в том, что у нас название коренной, малочисленный народ. Коренные, малочисленные, ударение на малочисленные народы Севера. Поскольку республика многонациональная, и здесь малочисленные, есть другие народы, которые не коренные. И вот это вот
выделения коренные и малочисленные, это относится только к северу. Во-первых, обряд очищения, он очень... Я сначала не верила, пока несколько раз не прошла. Вот, это одно. Во-вторых, вот эти все их приметы по паутине, по возврату на тропу, они все действительно работают. Поэтому я придерживаюсь этого. Просто само собой сложилось так. Не потому, что я просто тупо верю. Я просто убедилась в том, что там заложен действительно народный опыт, знание природы. Я считаю, что я продукт дружбы народов. У меня отец якут с польской кровью, и то ли ивенской, то ли чукотской, я так и не выяснила. А у матери намешана русская, белорусская и польская кровь. Отец у меня служил в танковых войсках, причем это была ударная танковая бригада, которую бросали в самые такие моменты, когда надо было перевести в успех сражения. Вот это у него было под Москвой, его бросили, потом Сталинград, Курская дуга, Прибалтика, Балатонский котел, Кёнигсберг. А он, когда возвращался, он еще воевал в Японии, и когда он возвращался, он в Иркутске встретился с матерью с нашей. Вот, и, в принципе, она ехала сюда, в Якутию, в Алекминск, на работу с подругой. И вот он ее, пока они ехали в поезде, пока плыли до Алекминска, он ее уговорил и увез с собой сюда, в Якутск. Так вот тут и смеялся. Продукты «Три сестры» у меня, продукты дружбы народов, как он называл.